Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные гаремные гадания из Турции для вас. Дорогие зрители, гости канала, огромное спасибо заранее за ваши лайки и за ваши хорошие, добрые комментарии. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Этот мужчина вас любит. Давайте посмотрим, кто вас любит, как себя проявит. Ну и возьмем описание этого человека. Кто он, что он, как он выглядит, как вы можете его узнать, опознать. Пожалуйста, посмотрите на песочек мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Кто меня любит? Признается ли он мне? И как мне его узнать? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Так, ну что, дорогие, давайте посмотрим, кто же вас любит. Есть ли вообще такие люди, да? В чьем сердце вы живете? Кто любит вас? Кто вас любит? Кто вас думает и кто вас любит. Так, ну что, вышли у нас две птички. Мои дорогие, здесь вас любит тот мужчина, которого любите вы. Это для одних идет предсказание, с кем, например, вы в отношениях, в браке. То есть тут взаимная любовь сразу идет, сразу вам говорю. И есть тайный ухажер, да, человек тайный, который тайно влюблен. Вот она, видите, одинокая птичка вот тут у нас сидит, прячется под ветками. Вот он, ваш, скажем так, тайный поклонник, назовем его вот так. Мои милые, сразу, чтобы вы понимали, что те, кто в паре, те, кто в отношениях, у тех, у кого любовь, вот она, ваша взаимная любовь. Человек, который, скажем так, с вами в отношениях, он вас и любит. Но для тех, кто у нас, скажем так, одинокий в поиске, да, то здесь тайный поклонник. Причем поклонник, который реально тайный, и он вообще как-то не проявляется, либо проявляется крайне аккуратно, да, и тут даже и не заподозришь, что он вас любит. Тут даже человек просто может, там, не знаю, там здороваться просто кивком, да, и вообще не угадаешь, любит либо не любит. Так, давайте я вам расскажу про первую картинку, которая у нас очень четкая, да, очень видная. А здесь, смотрите, человек, который с вами вместе, с которым вы пытаетесь либо гнездо свить, либо с кем уже гнездо у вас есть. Человек, с которым вы в отношениях. Этот человек, он любит вас своей искренней, чистой любовью. Но вы должны понимать, что любовь его проявляется немножечко по-другому, не так, как ваша. Вот если вы любите, то вы любите и душой, и сердцем, да, то есть вы прям на все 100 вкладываетесь, отдаетесь, и другой любви вы не приемлете. Мужчина же любит по-другому. Мужчина любит, скажем так, когда он заботится, когда он чувствует, что он сам любим. То есть этот человек, он любит за любовь к себе. То есть, как бы, да, может, звучит это не очень, но вы должны понимать, что у каждого свое восприятие любви и своя возможность эту любовь транслировать либо проявлять. Не все мы одинаковые, да, и не все мы можем любить одинаково. Поэтому любит как может, как умеет. Принимайте, потому что мужчина, у него вообще идет это как будто бы и первая любовь. Он до вас никого особо и не любил. Да, возможно, отношения были, да, возможно, даже были болезненные отношения, но это не было любовью в том виде и в том качестве, которое есть сейчас к вам. Понимаете, он даже сам еще до конца, сам в себе даже не разобрался, что происходит. Вот спроси его, а кто вы для него? Он скажет, все. А что это значит? А я не знаю. Понимаете, вот такая идет ситуация. От вас он не откажется, но в то же время для себя признаться, что вот она хозяйка моего сердца, моей души, он тоже не может. Потому что это такое, он, скажем так, не особо хорошо понимает. Вот такая идет ситуация. Так, еще я вижу, что, возможно, у него отношения были, но отношения были такие, знаете,
постольку, и там больше, ну, интимный характер был, да. И многие мужчины, вот они реально путают интим с любовью. Ну, желание интимное с влюбленностью, с настоящей любовью. Вот. С вами у него вообще все по-другому, вообще все по-другому. Он и чувствует себя по-другому, и проявляется он тоже по-другому. То есть ему больше хочется заботиться о вас, что-то вот для вас хорошее делать, радовать вас, чтобы видеть вашу улыбку, слышать вас, ваш смех, да, чтобы вот прям нежность между вами была, нежность и романтика, и вот прям единство душ, единство тел. К этому он с вами стремится, мои дорогие. В планах у него быть с вами вместе, в планах у него с вами построить семью хорошую, крепкую, добротную. Вот именно с вами он хотел бы загнездиться, чтобы был у вас общий быт, чтобы был у вас общий дом, чтобы все у вас было замечательно. Кстати, у мужчины могут быть планы на то, чтобы, ну не знаю, либо переехать куда-то, либо, не знаю, жить в другом месте, может быть, даже эмигрировать куда-то, либо вот переезд там, в другой город, в другую местность, в другой дом. То есть планы у него очень серьезные на отношения с вами и на жизнь с вами. Вы, мои дорогие девочки, ну, как ни крути, вы в этих отношениях больше как бы себя дарите, себя тратите. Но это призыв вашего сердца. Вы такая есть. Вы не умеете в полмеры, вы не умеете по чуть-чуть, да, если там люблю, то всем сердцем всю себя отдаю. А с одной стороны, конечно, мужчина на седьмом небе от счастья, когда он это понимает. Но с другой стороны, знаете, его участие, оно, наверное, все-таки должно быть дозированное. Да? Не отдавайте всю себя без остатка. И все-таки себя тоже балуйте и как-то себя, ну, храните, что ли, да, потому что я вижу, смотрите, вот даже видно, вы птичка большая, он птичка меньшая. У него 3 вот каких-то вот отдачи в вашу сторону, что он там, ну, семью, детей, там, что он хочет делать. А у вас намного больше, да, у вас тоже 3, но ваши вот посылы, они намного ярче и намного больше. То есть вы вкладываетесь больше в эти отношения. То есть не надо бегать за этим мужчиной, не надо там всю себя отдавать без остатка. То есть у вас должны быть именно партнерские отношения. Сколько он, столько и вы, ни больше, ни меньше. Понимаете, не тратьте себя, не тратьте себя. Спасибо вам за это. Может быть, несколько раз он и скажет, а потом это уже будет как должное. Да? А потом девочки обижаются. Дескать, я всю себя отдала, а он там такой неблагодарный. А за что ему вас благодарить? Он вас ни о чем не просил. Это вы сами себя ему там на блюдечке поднесли. Вот цените себя, пожалуйста, цените, и все у вас будет хорошо. Между вами корона. Корона хороший знак. Это знак, во-первых, брака, возможного брака, счастливого брака. Это знак семьи, знак счастья. И звезда. Звезда — это мечта ваша, и его обязательно исполнится. Так, следующий момент. Для тех, кто не в отношениях, для тех, кто сейчас, скажем так, в свободном поиске. Вот такие красивые, независимые дамы. Я, мои дорогие, вижу, что у вас есть на кого-то виды, на какого-то мужчину, может даже 2 мужчин вы сразу рассматриваете, либо у вас такая ситуация, что вы, например, в разводе разводитесь, да, у вас есть бывший и есть новый, на которого вы, скажем так, планы строите, да. Но отношения у вас такие, да, 50 на 50. Где-то идут, где-то тормозят. Может быть, на расстоянии даже отношения. Либо, ну, как, скажем, такая вот у вас, ну, непонятная история, да, то ли пауза, то ли отношения, то ли дружим, то ли любим. То есть кто-то на примете, назовем это так, да, есть человек на примете, и есть там, например, у вас какой-то бывший ваш. Ну, с бывшим я вижу, что вы тут пытаетесь вообще откреститься от него, точки тут уже наставили, то есть, да, чтобы иди своей дорогой. Хотя у кого-то, может быть, еще и есть, ну, чувства, эмоции, но понятно, да, не в приоритете нам этот мужчина. Нам в приоритете тот, с которым непонятное что-то происходит. Да, будет, нет. Сразу скажу, что его отношение к вам вас немножечко ранит, вас немножечко заставляет напрячься и переживать. То есть непонятно, стоит ли ему доверять, стоит ли ему как-то, ну, скажем, открываться. Честно скажу, мужчина смотрит в вашу сторону, мужчина вами очень сильно интересуется. Но это не любовь, это еще не любовь. Это влюбленность, это может быть желание там дружить, строить отношения, узнавать друг друга лучше. Пока это выглядит так. Бывший, сразу скажу, он пока с вами вот связан. Между вами есть связь, эта нить, она не обрывается и, наверное, таки никогда и не оборвется. Вот сколько бы вы там в браке не были, сколько бы там
после развода не прошло времени, все равно связь не прерывается. А вот новый, да, он к вам смотрит, он на вас смотрит, но есть барьеры и есть какие-то вот прям, причем, знаете, как барьеры именно с вашей стороны идут. Он бы, может быть, и рад к вам проявляться, пробиваться, но вы вот такая, знаете, уже обожженная, и вы где-то, может, не уверены, может, вы ему как-то транслируете, что я там, типа, дескать, не готова пока, да, обожди, подожди, потом посмотрим. Вот, и он это все расценивает, как будто бы я особо и не нужен, да, может, она, типа, там, от скуки со мной в отношениях хочет. А у вас, наоборот, ранит то, что он активно не проявляется. Так что, мои милые, здесь с этим человеком это еще не любовь. Это вот, ну, скажем, влюбленность, либо вот вы присматриваетесь друг к другу. Ждать каких-то активных моментов пока не стоит, потому что реально я вижу, что именно вы не готовы. Не мужчина, а именно вы не готовы сейчас вступать в какие-то конкретные, серьезные отношения. Что касается того, кто вас любит. Любит вас совершенно другой человек. Вот она, маленькая птичка. Ее очень четко видно, и он прячется под листом, но от вас, он, смотрите, как он попой к вам сидит, то есть прячет себя просто капитально. Тут мастер маскировки, как ни крути, не знаю, там какой-то секретный, не знаю, ФСБшник, да, секретный агент. Человек любит очень сильно, любит давно, это не любовь новая, это любовь, вот как минимум года 2 он вас любит, причем очень сильно. У человека есть секрет. У человека есть секрет. Либо у него есть другое гнездо с другой женщиной, например, он женат, либо человек, скажем так, он вас любил, когда вы, например, были не свободны, и, скажем так, он переживает, что, дескать, я не могу, ну как я к ней проявлюсь, да, вдруг она там с другим в отношениях, вдруг она меня отошьет, скажет, извините, вас я не любила, не люблю, и вы мне не нужны. То есть побаивается. Но больше тут отыграется как мужчина не свободный, у которого либо есть семья, либо который вот пытается как-то решить этот вопрос. То, что он птичка, и то, что гнездо под ним, это точно. То есть это может быть, кстати, еще какой-нибудь мужчина, который там мамочкин сынок, да, привязан к родителям и, например, вообще никогда не был ни в каких отношениях, вот там ему лет 40, да, а он вот до сих пор живет с мамой и с папой, и, ну, скажем так, опыта вообще никакого нет, и даже, наверное, как и возможностей нет. Вот. То есть человек при гнезде явно, какого рода это гнездо, у каждого будет своя история. У кого-то это, еще расскажу, человек не свободный, а у кого-то именно такой, скажем так, престарелый птенец, да, который никак вот из родительского гнезда и не выпадет. Но человек вас действительно искренне, чисто любит. У него, как хотите, вот можете там писать, мне не писать, что, дескать, нет, у меня нигде фотографий нету, нигде он не мог получить. У него есть ваша фотография. Он с этой фотографией просто живет. Он живет с вашей фотографией, как будто бы вы его жена. Понимаете? Любуется постоянно на вашу фотографию, разговаривает с вашей фотографией, советуется, даже спорит. Вот так вот идет. Как, знаете, ну не в себе немножечко человек, с психикой проблемы, да, у него в голове, как будто все, вы уже муж и жена, живете долгую счастливую жизнь. Это он у себя в голове такие вот разыгрывает истории. Когда он видит вас в реальности, у него просто ступор сумасшедший, и он просто, ну не знаю, он там весь потом покрывается, там испариной, краснеет, бледнеет, тут даже больше, наверное, бледнеет, чем краснеет. И страшно к вам подойти, страшно с вами заговорить. Он себе там в голове придумывает всякие разные, там, не знаю, отговорочки, там, вплоть до того, что он представляет, что вы это не вы, а какая-то совершенно другая женщина, либо там персонаж. То есть мужчина, ну, скажем так, с нестабильной психикой, назовем его так. Потому что то, что делает он, это вообще невероятно, просто невероятно. Признается, откроется, нет. Нет, в ближайшее время, в ближайший вот год не признается и не откроется. Узнаете ли вы этого человека? Узнаете. Потому что я вам сейчас скажу, как он выглядит. Стоит ли вам к нему проявляться? Думаю, нет. Думаю, нет, не стоит. И знаете, ну, это не тот человек, который не при всех его хороших качествах и при том, что он вас безумно любит, все равно такой человек, он, ну, немножечко как не в себе. И
не уверен в себе, да, с таким человеком кашу, извините, не сваришь, да, особенно если он семейный, то быть любовницей, зачем это вам нужно? Смотрите, как этот человек выглядит. Он достаточно высокий, он выше вас ростом, да, вот среднего роста, ну, выше вас. Я просто вижу, может, девушка миниатюрная, невысокая. Мужчина средних лет, то есть 35-40, вот между таким промежутком. Это не молодой мальчик, и это не, скажем, возрастной мужчина. Если вам больше, чем 40, знаете, что мужчина молодой. Здесь разница явно у вас в возрасте есть, но еще раз говорю, мужчина для вас будет молодым, а для тех, кто помоложе, да, для тех он будет постарше. То есть мужчина именно такого возраста, 35-40 лет ему. Мужчина выглядит достаточно такой, знаете, он не полный и не худой, он такой поджарый, я бы даже сказала, спортом занимается, вот спортом он занимается, он не накачанный, не перекачанный, нормальный такой себе видный мужчина. На лицо он светлая у него кожа, светлые у него глаза и волосы у него такие, знаете, ну как блонд это называется, да, он не пшеничного цвета у него волосы, он не блондин, прям блондин, а вот именно пшеничные, которые вот они такие вот русые, пшеничные, вот такой у него цвет волос. Любит на голове что-то носить, либо кепки носит, либо шапки носит, что-то он носит на голове постоянно. Летом он носит бейсболки, наверное, либо какие-то вот такие вот шапочки, не знаю, что-то. А зимой он носит кепки, наверное, какие-то тоже. То есть постоянно у него на голове что-то есть. А одевается он, кстати, так, знаете, ну как обычный человек одевается. И спорт, и кэжуал, вот все вместе. Вот такой вот мужчина. Если узнали, понимаете, что любит. Подойдете, он растеряется, в лучшем случае убежит, в худшем случае двух слов не свяжет. Будет любить он еще вас долго. Что касается отношений, то на этот год однозначно нет. Он от вас, видите, он к вам попой, спиной к вам повернулся, сидит. Ну, а в будущем, конечно, будем делать гадания, посмотрим. Что я, мои милые, скажу еще. Я вот кто в разводе, да, кто вот разводится, либо развелся, я вижу, что у вас вот муж ваш опять на вас клюнет, понимаете, вот с мужем еще у вас какой-то будет момент. Либо камбэк какой-то будет, либо еще между вами не все сказано, не все, скажем так, разграничения поставлены. Вот такая идет ситуация. А может это точечно, может кому-то именно персонально эта информация идет. Но раз она идет, я ее озвучиваю. Так, мои дорогие, на этом гадание мое закончено. Надеюсь, ответила на все ваши вопросы. Надеюсь, каждый узнал себя и получил ответ на волнующий вопрос. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.